Вершина гончарного искусства древних аланских мастеров – знаменитая чернолощеная керамика. Ее создание стало настоящим технологическим прорывом. В отличие от более привычной красной керамики, это не пропускает жидкость. Изделия получались на удивление легкими и прочными. Способ изготовления таких сосудов держался в строжайшей тайне. Но во времена татаро-монгольского нашествия богатая культура была уничтожена, а ценные знания безвозвратно утеряны. На территории Кубанского ущелья в Северной Осетии археологические раскопки длятся уже более 30 лет. За это время нашли много образцов изделий из чернолощеной керамики, но только в этом году стало возможным воспроизвести точные копии древних сосудов. Наша задача – выяснить технологию древних производств. Делая своими руками, мы понимаем, как делали это и как не делали это древние мастера. Нас занимает древняя культура, то, как это делали наши предки, и то, как мы сможем их понять, с тем, чтобы продолжить то лучшее, что было в их культуре. Назим Гиджрати – победитель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. О такой поддержке культурных проектов в республике узнали совсем недавно. И в первый же год гранты получили сразу 2 проекта из Северной Осетии. Презентация настолько, наверное, успешно была проведена и так заинтересовал этот конкурс наших деятелей культуры, что 2 проекта были отобраны и стали победителями. Проект Назима Гиджрати «Эхо тысячелетий» помогает возрождать традиции керамического и литейного искусства. Но здесь есть одна особенность. В работе мастера принципиально не применяют новые технологии. Специальную печь для обжига керамики современность также не коснулась. Топится она дровами. Проход на время, пока посуда остывает, закладывают кирпичами. Сюда помещают сырые изделия из глины, а через 3 дня достают уже готовые керамические сосуды. Процесс изготовления керамической посуды достаточно трудоемкий. Форму сосудов сначала лепят из глины, после их просушивают и полируют. Только потом отправляют в печь, где изделия подвергаются 10-часовой термообработке. Остывают еще 2 дня. Все это требует от специалистов высокого профессионализма и терпения. Вот эта птичка, это как бы птичка-проматерь, та девушка, от которой пошел род. Это из моих раскопок в станице Змейской 1981 года. Последний этап – обработка изделия расплавленным воском. Расположившись у костра, мастер до блеска натирает посуду. Воск считается хорошим антисептиком и придает керамике нарядный вид. Путешествие этой чаши закончится на прилавке магазина. Прототип старинной керамики уже пустили в массовое производство. Тамила Хамицаева, Фатима Дзываева, Заур Цеов, Осетия ТВ.